часто жизнь других людей кажется нам чередой бессвязных, малоинтересных эпизодов. И все же в любой жизни есть свой, сокрытый от нас смысл. Аяз Гилязов. Бибинур, kızım. Ой, Аллах! Бибинур, кажется, я опять потеряла галошу. Алмапа, это ты? Ну, конечно, моя дорогая. Мы все здесь. Хочешь яблочко? Кому нужны твои яблоки? Они даже не спелые. А галошу можешь ей не отдавать. Она все равно ее потеряет. Каты-баба, это ты? Ну, конечно, это он. Вечно чем-то недоволен. А ты что вмешиваешься, бесстыдница, начернила зубы, как молодая, а самой больше 100 лет? Вот, всю жизнь ворчал и даже здесь удержаться не может. Матурапа, ты стал еще красивее, правда? Эх, красавица Матура, только и ждет, чтобы ее похвалили. Большая тетя Зурапа, ты тоже здесь? Ну, конечно, мы все здесь. Вот грубый Катай Бабай, скупой Саран Бабай, Мулабы, ученый брат, Баябы, богатый брат, тетя Яблочко, Алмапа, да-да, все здесь. Бибинур, ты их не слушай, иди ко мне, здесь тебе самое место. Видишь, Шажире, родословие, ты корни Матабель Хазрата, а у Каты-Баба и Шажире только бедняки, а я... А у тебя вообще ботинок не было за всю жизнь. Иди ко мне, тебе самое место. Возле меня, на моей ветке. Иди к нам, иди к нам. Не слушай их. Сюда иди, сюда иди. А где мои мама и папа? Родители, твои родители там, наверху, на самом верху. Поднимайся к ним, они тебя давно ждут.
Ajab. Надо же. Hikmat Как истолковать это? ne bulur ikan bu? Что бы это могло быть? Alma pandaydı. Алмапа была там, Saran babaydı. Саран Бабай был. Barısıdandaydı. Все там были. Sen yok idin Abdullah. Тебя, Абдулла, не было там. Берсеге bulur ikan bu tür. К чему бы это был этот сон? İçmezsen bilgirtiydin. Хоть бы ты Sen подсказал. abitandan bitinisi de kurene. Тебе же оттуда все видно. Абдулла. А, Абдулла? Ya С добрым утром, Бибинурапа. Добрый, сынок. Куда ты собралась с утра пораньше? Да, надо. Пришла? Бибинур, если все твои сны разгадывать, то целую книгу можно написать. ne? Ağız Вот, etiriz. угощайтесь. Только это? Mene. Вот. Сингальтаре, Тебе еще рано. шарпа, от, Спички это к огню, огонь к смерти. А ворота на небеса откроются только в пятницу вечером. Времени у тебя осталось мало, поторопись раздать долги. Işık bulur ikan. А как это случится? Как? А как мне жевать твои яблоки? Или как птица клевать? Сегодня исторический день для вашей деревни. Он перевернет каждую жизнь. Акция до пятницы. Спутниковая тарелка фирмы Аль-Джана за полцены. 128 телевизионных каналов круглосуточно. Спорт, новости, Бибинурапа! а также Бибинурапа! эротические программы. Бибинур! Слушай, Бибинурапа, ну ты где была? Видишь, я тебе мороженое принес, а ты где-то гуляешь. Мы же договаривались, каждый день по мороженому будешь покупать. Прости, забыла, Улам, прости. Заходи. Не, я здесь стою. Керула. Что ты, Бибинурапа? Ходи. Во, эскимо бери, суперфараон, всего 12 ре. 12 ре. Это же целая буханка хлеба. Ну так мороженое же вкуснее. Вчера продавал по 10, сегодня уже по 12. Инфляция! Знаешь, сколько стоит сейчас? Потребительская корзина. Зачем мне твоя корзина? У меня есть сумка хорошая. Ну ты будешь брать мороженое или нет? Мы же договаривались. Вот посылку отправлю, останется денег. Куплю я твою фараона, куплю. Заходи, айда, заходи. Значит так. Я сейчас мороженое даю тебе в кредит, но включаю счетчик. Понятно? Включай, Улам, включай. Я тебя сейчас яблоки нарву, а ты заходи. В этом году пойду на яблоки улицу. очень хорошие, волшебные яблоки от всех болезней. Заходи, Улам, заходи. Все сюда, здесь он. Опять он на нашей улице мороженым торгует. Еще к этой чокнутой Бибинур зашел. Вот он.
Попался? Да он деньги на билеты хочет. Хочет в Москве в телевизоре миллион заработать. Голос, говорит, у него особенный. На минуту славы собрался. Там у него еще 5 мороженых и деньги. Эй, засранец, ты меня не слышишь, что ли? Ты что, оглох от страха? Да он хоть и татарин, но по-нашему не понимает. Слышь, тебя предупреждали, Ты его предупредил, Шакир? Да. Слышь, тебя предупреждали! Не торгуй на наш улице, плати дань! Давай, плати! О, Рушан и мальчики из города. Хорошо, что приехали. А у меня как раз костылы горячие. Заходите. Глянь, Бибинур пришла. Посмеемся над ней. О, Бибинур апа, дай своих волшебных яблок. У меня так болит живот. Ты же говорила, что они от всех болезней. Сейчас всем дам, всем дам. Ну чё, сразу распластили на пол, то есть крышуют? Чё? Гони мани! Пошли! Давай, плати налог! Чего? Давай, давай! Ну что, вкусно? Давай! Эй, мальчики, вы что придумали? Давай, ври про свой дурацкий голос, можете Бибинур поверить. Не трогайте его. Вы куда? Я же вам яблок набрала. Что же это вы? Ну зачем же вы так? Да я тошну. Встань! Не сердись на них. Они ведь добрые на самом деле. Они тебе поверят потом. Поверят. Турки. А мороженое хорошее. Ничего. Я сама им это мороженое. А деньги я тебе отдам. Смотрите, грязный ест. На патию схожу. С тобой вообще связываться нельзя. Потому что ты не такая, как все нормальные люди. Тебе даже домой заходить нельзя. Придется переложить в новую коробку. Такие сейчас не принимают. А это что? Как что? Кильки в томате. Назиб очень любит кильку. Кильки в Америку. Бибинурапа. Ты думаешь, там они голодают? А это что? Яблоки? Думаешь, у них яблок нет? Таких нет. Эту яблоню его отец сажал. А гречка? Тебе же 100 раз говорили, в Америку продукты нельзя. К тому же твои яблоки за такое время сгниют. За какое время? Как какое? Твоя посылка 3 месяца до Америки идти будет. 3 месяца. А если открытку? Вот эту из посылки пошли, доченька. Ладно, отправлю. Спасибо. Открытка тоже пару месяцев пойдет. 2 месяца. А телеграмма? Телеграмма должна за 2 дня. Тогда пиши телеграмму. Адрес тот же, Назибу. Ему, Вадимовну. Что писать? Значит так, в пятницу вечером я умру. Если можешь, приезжай. Твоя мама Бибинур. Бибинур апа, ты в своем уме? Не стану такое передавать. Заведующий не разрешит. Почему, козым? А у нас из-за этого может международный конфликт получиться. А вдруг это шпионское сообщение? Ну, насмешила. Значит, в пятницу того к Аллаху в гости собралась. К тому же, твои яблоки в посылке сгниют. Могу отправить только вещи. Спасибо. Бибинурапа. Иди сюда, иди.
кетер мындай килкиларыңна. Ладно, давай твою кильку. Ойық ішіне тығып В қоярмын. носок засунем. Міне шырақ береді. Авось пройдет. Утер, кызым. Вот спасибо. Рахмет. А конфеты, яблоки ты себе оставь. Я это и не ем вовсе. Хорошо, я твои вещи в новую посылку упакую и отошлю. Ты иди. Өзім жіберірмін. Спасибо тебе, спасибо. Открывай, говорю, а! А все равно ведь достану башки Зера! Юла, открывай, говорю! Отойди от двери, тогда открою. Отойди, сказал. Соğunamı Рауза? Доброго здоровья, Рауза. Соğunamı? Будешь тут здоровый с этим паразитом. Мансур Я к Мансуру пришла. Еще. Я? Нәрсе сеңа бебену? Чего тебе, Бибинур? Принесла замороженные 12 ре. Возьми. Отдай! Отдай! Это мое! Сейчас! Отдай! сейчас, Это мне вот замороженное А дали! кто тебе из этого шкатулка 5000 украл? Мы Я их не крал! Их отец для меня прислал! Для тебя, для еды прислал. На какие же мне тебя кормить? А учебники на что будем покупать? В школу пойдешь, а? Не пойду я в вашу деревенскую школу. И есть у вас ничего не буду. Никогда! Ага, с голоду подохнешь. Да, подохну! Мать 2 года как умерла, у отца новая жена, близнецов а этот растят. мальчик и жить не хочет. В грязи весь вывалился, всю рубашку и задрал. Спрашиваю, что случилось? Молчит. Безбожник, татарча учить не хочет. Отец Аллах не верит и тебя так воспитал. Дайте мулла. Может, его к муле Иди, свозить? мулла. Какой мулла? Посмотри в зеркало. Ай, кожа до кости. Ай, Бибинур, кара совсем похудел бы. Рауза, Рауза, аласың ма? молоко возьмешь, только что подаю. Парной сүт. Иди молока, малай все деньги покрал. Хазр с этим паразитом. Хлеб, вода сидит будет. Отстань! Я же сказал, миллион получу тебе все деньги до копейки Интересно, отдам! где он этот миллион получит? Да врет он все. Какой миллион? Замороченный голос с этой минуты стало, блядь. Да кто его телевизор опустит? Пустят! У меня уже официально есть приглашение. Осталось 5000 заплатить, и я получу этот миллион. Ты что ли, танцевать будешь или фокус-мокус курсаторга можешь? Какие фокусы, я вам 1000 раз повторял. У меня голос особенный. Вот смотри, сейчас опять врет. Врун и вор, и никакой голос у тебя нет особенный. Я никогда не вру. Эй, летчик, иди сюда. Это новый хозяин на нашу землю летит. Говорят, дома и огороды покупать будут. Обещали всем квартиры в городе. Врут, наверное. Так, ты наследничка привез? Джихангира, привет, Шагат Шакирович. Давай китайцу. Вот, господин Ван, проходите. Это теперь ваша земля. Погодка несколько подкачала. Так, Джихангир, иди сюда, познакомься. Иди сюда. Эй, кто из них наши земли купил? Да вон тот молодой с бородкой. Да, он сейчас в Германии живет, а теперь за наследством вернулся. Что от тебя не может купить? Что вы понимаете, это джинсы от Дживатши. Такие только миллионеры носят. А зачем ему наши земли? Сказали же тебе, отец его купил, а он теперь китайцам в аренду сдавать будет, чтобы здесь консервный завод поставили. Китайцам говоришь? А, это вы мне? Тебе, иди сюда. Давай, тебя зовут. Консерв завода. Консервный завод? Это хорошо. Говорят, всем теперь квартиры дадут в городе. Нет, не всем, только тем, кто под снос пойдет. Это тем, кто до дома Бибинур живут. Значит, наша чокнутая Бибинур первая получит квартиру. Я тут председателем сельсовета был. Помогал вашей папе покупать землю.
Вы уже не работаете. Идите. А причем я? Потому что никого не назначили. Значит, я при исполнении, да? У меня и печать Товарищ китайский. Товарищ китайский, это ты мой дом купил? У меня там в подвале картошка. Ты ее не ешь, это посевная. Ты ее сажай. Эй, куда? Хасан, убери этот обезьянник! Здесь есть место, где можно спокойно поговорить. Да, есть. Вон там, думаю, живет старый Абивинур. Или можно. Өрмәйін да Кызылбай. Не лай, Козылбай. Хорошие люди они. Наберем керосину, печку затопим, костыбы испечем. Сейчас. Опять дрова сырые. Не беспокойся, Чтобы Козылбай. нам начать работу с вашей землей, нужна только ваша подпись. Геннадий Раязович, подпишитесь вот здесь и здесь. Пожалуйста. 看时代发展。 Но как юрист должен вас предупредить. Генеральная доверенность предполагает передачу всех прав на ведение дел Шавкат Шакировичу Курбанову. 建我们的工人住房呢？ 我就相中这块地方了，这块地方比较合适。 我也觉得这里不错，离水源也近。 Ну что ж, валяйте, видите дела. 我们还在工人 Господин 住 Ван 房 говорит, 呢。 надо строить дома для китайских работ. Почему для китайских? У нас полдеревни без работы. 村里的人做工 不行 人， 越南人 нет, 干 нужна 便宜。 квалификация. А если подсобные? Господин Ван говорит, что начальную работу он будет нанимать вьетнамцев. Они меньше кушают. Бахрам Бахыч, не мешайте. Значит, под рабочий поселок можем предложить вот этот участок. 有水吗？ Господин Ван спрашивает, есть ли на этот участок вода? Вода? Прозит. Ну ты, как тебя там? Бахрам Бахыч, Да-да-да. Ну ты местный сельсовета. есть вода, есть. Вот на карте родник, очень вкусная вода, живая вода. Поэтому деревня у нас называется Искашишна, старый источник. Че, родник? Мне отец звонил за 2 дня до смерти в Германию. Что ты говорил про этот родник? Да, это наш родник. Вот, люди говорят, даже вот из могилы течет из 他 праведника. 说有水是从坟地里流出来的。 你没听错吧？ Господин Ван спрашивает, зачем вода из могилы? Но это же старые кладбища. Там 200 лет никого не хоронят. А там сторожкой живет один старик. 不能要，不要。no Господин Ван говорит, 不能 что 要，不能 могилы не 要。 покупает. Так что, нельзя убрать могилы, что ли? Можно? Ну вот и убери, чтобы через неделю не было. Но на генеральном плане нет никакого кладбища. Вот смотрите, это чушь какая-то. Скажи китайцам, что это ошибка. И давай, давай. Тяжелый кашу. Подписываем договор. Я траву заварю. Не поможет. 拜托了，拜托了。 А вот чай. Сейчас костовей принесу. Яблоко возьмите. Сколько нужно, возьмите. Давай, работай. Бабушка, до понедельника отсюда надо будет съехать. Ты меня слышишь? У тебя документы есть? Документы? Ну, бумаги есть? Бумаги? Бумаги есть много. Бумаги много. 这是什么呀？ Возьми, Улам. 多漂亮的盒子呀！你看，是不是？ Что это 啊，不 такое? 把 На этом шкатулка дерева нарисована. 200 больше лет. А это что? Это шажара. Не понял. Что? Это же родословие. Самый главный документ. 14 буынға жете тұрған. Міне, Ибра Кадим бабай, Мухаммад бабай, Кабир бабай, Сабиржан бабай, Газижан бабай, Ибрахим Какой бабай. Абракадим бабай? Почему всего этого нет в документах? Да у него все уже там. Где там? Ну там. На том свете! Да, бабуля? А я твои глаза вспомнила. Нет, это... Я здесь впервые. Ладно, не мешай, бабуля. Работай. Бабушка, мы же тебя про документы спрашиваем. Еще документы? Ну, конечно. Нотариальная доверенность на землю, на дом. Где они? А, на землю? Они у меня. У меня в буфете заперты. Сейчас принесу. Доверенность? Сам Бивенрапа. Да Бинурапа, ты же подписал. Ну, вспомни. Я же тебе уже говорил, за эту развалюху тебе дадут квартиру в городе. С теплым туалетом. Ты же согласилась? А тем, кто на кладбище, что давать? И когда обратно в свою гермашку? Самолет в четверг, ночь. Ну так давай, может быть, сегодня вечером посидим нормально, отца твоего помянем. Не, я хочу побродить, осмотреться. Зачем? Хочу понять, ведь зачем-то отец купил эти земли.
Ну ладно, хорошо. Хасан, останешься с Джихангиром. Зачем мне охрана? Отец бы таких вопросов не задавал. Идите сюда. Чего там хочет? Господин, вам говорит, что нашел хорошее место для свиньи. Как свиньи? Свиньи же грязные. Нет, наши свиньи будут очень чистые. Среда. Становись, говорю. Давайте выходим. Как-то неловко ведь. Айдай. Опять ты тряпка, ты, а не мужчина. Бибинур, ты дома? Дома, заходите. Ну вот, короче, как дела и все остальное? Слава Аллаху, а у вас как? Хорошо. Я вот что подумала, Бибинур. Мы с тобой вроде не чужие, а живем не по-людски. Правду говоришь? Ты уж проси меня. Это ты нас прости, особенно меня. Ты, голов, что положи, не про это. Вот внучка моя Альбина, видишь, опять арбуз проглотила. Хорошее дело. Третьего рожать будет. Ну вот в том-то и дело. А квартиры-то нет. Ей бы, как тебе, в городе. Мы бы ничего не пожалели. По самый гроб жизни все будем выполнять. Все твои просьбы. А я что могу? Да вот мы подумали, у нас ведь флигель есть. Пристройка во дворе. С электричеством? Я что-то не пойму. А если поменяться, эту развалюху ты нам отпишешь, а сама в нашу пристройку? У Альбина, ты что молчишь? Проси. Бибинур апа, сделай доброе дело, ничего не пожалеем. А мне ничего не надо. Хотя, Мирзахид, у тебя мотор работает? Вихри враждебные веют над нами. Как красиво ты поешь. Вот так и да? Как она быстро бежит, а? Ты за тобой не поспеешь. А ножки-то у тебя, как молодые, как тогда. Осторожней, там яма. Да уж помню. Дай второе ведро. Я все-таки мужчина. Неужто? Давай, я до дерева донесу. Давай. Спасибо, Мирзахид. Дальше я сама. А ты думаешь, мне все эти годы сладко было? Я же только про тебя и думал. Ну зачем мне Зухрабану? Сожрала она меня. Всего изнутри съела. Сколько лет прошло, а мне совестно. Ведь могло у нас все тогда сладится. На все воля Аллаха. Да брось ты, опять Аллах. Ай, Аллах, помоги! Я же говорила, там яма. Вот непутевый. За столько лет плавать не научился. Держись, держись. Держись за меня. Мирзахид, как же ты жениться предлагаешь, а сам даже плавать не умеешь? Мужчине не это главное. А что?
Показать? А у тебя уши торчат. Ну чего ты? Или я тебе не пара? Нельзя так, нехорошо. Ты Зухре обещал жениться. Зухре? Да я перед армией дурак был. А теперь понял, зачем мне Зухрабану. Я только про тебя и думаю. А ты? Ну скажи, я же видел, как ты на меня смотрел. Я смотрела, я не смотрела. Или не любишь? Люблю. Ну тогда. Только не надо, не трогай меня. Нехорошо это. Хорошо, нехорошо. А кто увидит? Как кто? Аллах? Аллах? Да я и перед Аллахом скажу. Я люблю Бибинур. А ты, ну скажи, я ведь правду хочу жениться. Пойдем. Это то самое дерево. Да, его еще Абель-Хазрат сажал. Ну и что, теперь под этим деревом надо сказать клятву? Можно произнести слова внутри себя и помолиться. И что будет? Вали Абзы говорит, что все в нашем роду давали клятву здесь. И нарушить такую клятву никогда невозможно. Так что сначала подумай. А что тут думать? Люблю тебя. Известь. Вы это дерево каждый год белите? Когда и 2 раза, чтобы кусеница не паяла. Ну что, клятву? Ну, теперь можно поцеловать? Вот, Бибинур, и тебе счастье улыбнулось. Смотри, и нас не забывай. Зря радуешься, не всегда тебе счастье будет. Да, конец будет плохим, нет хорошим. Что вы тут расшумелись? Пусть пока жива, будет в радости. Еще? Еще? За что? Думаешь, я не видел, как ты с моим Мирзагитом шашни крутишь? Он любит меня, и я люблю. Мирзагит мой, ты что, не знаешь, что он перед армией на мне жениться обещал? Это было давно, а сегодня мы поклялись у родового дерева. Его еще Абель-Хазрат сажал. Такую клятву нарушить нельзя. Дура ты, до сих пор в сказки веришь. Абель-Хазрат 300 лет назад жил. А деревья по 300 лет не бывает. Обычно это дерево. Неправда. Вали Абы говорит. Вали Абы давно из ума выжил. Ты что, не знаешь? Он по всем дворам камни собирает и на старое кладбище возит. На той неделе у нас из фундамента камень стал выдергивать, чуть дом не развалил. Он камни от старой мечети собирает. Значит, у вас в фундаменте такой камень. И ты туда же. Недаром тебя в деревне называют чокнутый. Забудь про мир Захида. А не забудешь, все равно жизнь не дам. Мой он, поняла? Мой. Ну уж нет, выйду за него. Выйдешь? Выйду. Выйдешь? Все равно выйду. Выйду. Из-за тебя я старой девкой останусь. Мне уже 20. Не плачь, сестра. И у тебя еще все будет хорошо. Нет уж. Порчу на вас наведу. Все равно будет по-моему.
Биби, продолжай. Глянь, как Мирзаид на тебя смотрит. Ответить на призыв вождя всех народов, дорогого, любимого товарища Сталина. Только нещадной борьбой с суевериями, с мракобесиями, с религией и расхищением колхозной собственности. Так что ли, Габдулла? Правильно, товарищ уполномоченный. Сегодня вся страна нестерпимо ждет от нас сырья. Для производства ланолина, мыла, поташа и смазочных масел. И а также удобрений, которые являются стратегически важным продуктом. И главная задача пролетариата – это полное единение русских, татар и других народностей Великого Советского Союза. Немедленно. Опять он камни от старой мечети собирает и дисциплину расшатывает. С семьей отмечаем праздник 1 мая. Ой, накричит беду на нас. Вот, покушайте. Не надо еды, о другом заботиться надо. Идите, идите, из-за вас и нас арестовать могут. Бибинур, иди к гостям. Чего там наливают? Иди выпей. И вредителей, которые губят наши посевы. Давай еще. Крепкая зараза. Я повременю. Повременю. Ты мужик или как? Тебе доказать? Попробуй. Наливай. И по отелу мериносовых овец. Что он говорит? Мыло, говорит, из жиропота будем делать. А чего он так кричит? Может быть, теперь кто-то из старейшин хочет что-то высказать? Свою точку зрения о произнесенной мною речи. Они по-русски не понимают, но согласны. А вы кушайте, кушайте. Вот это... Водка? Графин? Нет, это жиляк Жимерсу. Компот. Понятно. Нет, товарищ уполномоченный, как вы сказали, не покупаем, не продаем, никто не пьет. А это вот пирожки. Покушайте, пожалуйста. Биби. Ой, Биби, а мы тут с Зухрой шурпа горячая. Никогда. Никогда. Бибинур, не плачь. Твой Мирзахид еще раскается. Да-да, он сам всю жизнь с Зухрой мучиться будет. Ничего, будет и у тебя счастье. Мы-то здесь все наперед знаем. Съешь мое волшебное яблоко, кузен. Эх, от любви и измены твое яблоко не поможет. Эй, как тебе? Ты не знаешь, где у вас тут этот старый источник, а? Извините. Извините, мне пока... Издалека показалось. Вижу совсем девочку. Да я и есть девочка, только древняя.
Давайте помогу вам. Рахматуллам, я уже закончила. А я узнал это дерево. Это хорошо. Оно же у вас на этой, на шкатулке с родословной нарисовано. А это откуда? Опять Алмапа. Опять? Такая рассеянная. Что? Гроза будет, Улам, надо спешить. Какая гроза, ни одного облака. Давайте я возьму ведра. Рахмат. Давайте. Рахмат. Дрова с края, Улам. Надо керосином плеснуть. Ты отодвинься. Вот, теперь нам никакой Яшин гроза не страшен. Сейчас заварю траву кашля. Будешь пить. Ой, Кызылбай! Ты у нас там отмешись, кетти жүрек! Қоралысынан! Ничего, пойдем. Кызылбай, иди ко мне, Кызылбай. Всю вашу колбасу. Иди, мой хороший, иди Не сюда. стыдно. Иди сюда. На. Синама Давай. шагом. От плохих он кушать не берет. Сабаранда, Кызылбай, ты куда? Кызылбай. Кто там? Там какие-то люди. Ушел Балтузин. Блин, еле добрались. Ну и дороги у вас здесь. Темнеет как сразу. Чай хотите, Юлда? Ехать надо. Джихангар Азыч, пора. Завтра вам в Германию. Мы с хозяйкой решили. Я до утра здесь перекантуюсь. А мы? А вы оставляйте мне здесь хаммер и дуйте на Мерси в город. Так не пойдет. Нам приказано быть с вами. Ну, может, тогда мы в гостиницу? Валите. Да, завтра утром купи мне свежую рубашку. Размер какой? Возьми для примера. Есть такая, там найдется. Можно? Можно я постираю? К утру твоя рубашка будет как новая. Не а? надо. У меня для этого есть специальные люди. Пожалуйста, я столько лет не стирала русских вещей. Ай да бабуля, а! Закрыли тему. А чё? Чё стоит? Поехали, блин! Ну как вы? О, супер, как в лучших отелях Европы. Шею, лец. Хорошенько. Что это? Шрам? Ты был на войне? Если бы все было гораздо тупее. У моего поколения другие войны. Больно? Ничего, отболело. Все нормально. Я знаю, это пуля. Я такое видела. Тебя хотели убить? Когда было 16, стреляли в отца, а попали в сына. Вот такая фигня. Сухое можно взять. Эй, бичара, бедный. Бедный? Спасибо. Я бедный? Да ты че, Бибину Рапа? Из-за этой фигни меня отец отправил в лучшую клинику Германии. Купил дом в Потсдаме. И потом долго-долго извинялся. Да у меня с детства было все, о чем можно только мечтать. Счастливый человек. Живу в свободной стране. Значит, Бедный. отец тебя в этой Германии спрятал от бандитов. Причем здесь бандиты? Просто жизнь в Европе нормальная. У меня там собственный дом, прислуга, 5 человек. Ты хоть знаешь, что такое прислуга? А говоришь, бедный.
тебя не было своей земли. Ошибаешься, Бибинур Апа. У меня там теннисный корт, бассейн и парк садовников. А ты знаешь, сколько это стоит? И, кстати, всю эту вашу землю купил тоже мой отец. Так что я могу на ней теперь делать, что захочу. Захочу, выгоню вас все. Отгрохаю Диснейленд и буду на качелях кататься. А захочу засеять здесь все марихуаной. Марихуана? Это такая овощ? Смешно. Сами вы овощи. Сидите в своих огородах, ничего знать не хотите. Только и ждете, когда вас кто-нибудь сожрет. За 3 месяца больше 2000 подозреваемых наркоманов. Ни один полицейский не... Антенщик! Эй, антенщик! Неге керек миңа 128 канал. Зачем мне твои 128 А каналов? супер эротический А где, канал. как ты обещал, супер эротический? Антенщик! Антенщик, Да. давай. Да. Менә аларга барсын ага. Вот им всем. Мин бит алар өчен тырышам. Я же для них стараюсь, Һәрберсенең дә фатирлары булсын. чтобы у всех квартиры в городе с теплым туалетом, а они... Доңыз тушкасы шамый малар. Свиная тушенка им не нравится. А без денег сидеть им нравится? Народ без работы. А раз так пусть приходят хоть китайцы, хоть папуасы. Вот вам всем, товарищи сограждане. Выгнали меня из сельсовета. А кто заменит? Кому эта несчастная земля нужна? Эй, ты в телевизоре, ответь. Я же им всем выбил по однокомнатной в городе. А себе 2 двухкомнатные, 2 двухкомнатные, 2 двухкомнатные. Но я ведь заслужил 2 двухкомнатные. Слышь, антенщик, я ведь заслужил 2 двухкомнатные. А зачем мне 2 двухкомнатные? Все меня бросили. Ни жены, ни детей. Бибинур-апа, тут курить-то хоть можно, нет? Можно, Ола, можно. Я люблю запах табака. Вот спичка. Ты меня извини, конечно. Ну вот вы тут сидите в своих деревнях и ничего не знаете, что происходит в мире. А скоро придет другая цивилизация. Более разумная, более предприимчивая. И страшно голодная, как саранча. Она сожрет вас. Ням-ням-ням-ням. Вместе с вашими обычаями, с вашей верой и с вашим этим Аллахом. Вот так-то, приятель. Я прошелся по деревне, половина домов пустые, потому что все нормальные люди слиняли отсюда давно. И правильно, ни работы, ни интернета, школа закрыта, дети уехали в город, а вы даже дороги перед своим домом не можете проложить. Это ж... Все ждете, когда придет какой-нибудь чиновник и даст вам команду ФАС. А чиновникам самим жрать хочется, и они готовы вас продать за 3 копейки. Я-то знаю, сколько отец дал взяток, чтобы купить эту землю. А ты понимаешь, зачем? Что зачем? Зачем он купил нашу землю? Не знаю. Позвонил мне за 2 дня до смерти, сказал, что купил ее, и что я должен сходить на какой-то источник. А ты был у источника? Не успел, ты же видела, гроза началась. Да-да. А что, у вас всегда такие грозы? Прям война какая-то. Такая гроза, когда Аллах сердится. На меня, что ли? На всех, на нас, кто живет на этой земле. А на меня-то ему что сердиться? Я вообще гражданин другой страны. Ничего, ничего, все наладится. Аллах дает все вовремя. И дороги у нас построй, и мящит у нас будет, и дети наши вернутся. Дети? А я слышал, у тебя сын живет в Америке уже 20 лет. И не пишет совсем. Ты меня извини, он тебе что, не родной был? Как не родной? Как не родной? Самый-самый родной.
роднее родных. Убили. Бандиты с жену милиционера Габдулы убили. Застрелили, говорят. За что ее? Бандиты разве они разбирают? Бибинур күрдеңме? Кайчан үтерделәр? Ой, Диана! Ну? Лицо закрывайте! Женьку давай! Это наволочка! А это пеленка! Вот, братыша! Заберите же детей! Папа, почему они забирают маму? Да уберите же детей! Не надо, не смотрите! Бибинур, забери мальчика! А, ты кто? Я Бибинур, а ты? А я Назир. А почему ты плачешь? Это только дождь. Спят, что ли? Чего там? Вас с председателем Гашу в район повезли. А дети? С детьми Бибинур оставили. У нее пока своих нет, так пусть хоть с чужими посидит. Ну да, ее дети любят. И птицы. О, горе, горе. Ну, все, иди. Иди к себе домой. Поздно уже. Абдулла, возьми детей у нее. Ой, как прижались-то. Может, их пока не будить, а, Абдулла? Ну, я пошел. Чего уж тут. Как было рассказать об этом? Кому? Кто поверит, что у девственницы может появиться молоко? Я прожила у Габдуллы до весны. Надо мной смеялись и стыдили, а мне без этих детей уже и жить было незачем. А потом приехала тетя Замира из Ленинграда. Не сомневайся, детям в Ленинграде хорошо будет. Там и питание, и школа. А это несчастная Бибинур. Она сама как ребенок. Ну куда ей малолеток воспитывать? Дети к ней привязались. Особенно Назир. Как он без нее? Детская память короткая. Сегодня помнит, завтра забудет. А что же, ты на Бибинур жениться задумал? Она же тебе в дочери годится. Ничего я не надумал. Она пришла ко мне девочкой, так и уйдет девочкой. Вот это хорошо. Документы на детей в сельсовете заполним. Перестал бы ты курить. Тебе же доктор сказал, чахотка такая штука. Мне теперь все равно, и если дети с тобой будут. Ой, я промокну, ой, я растаю. И я растаю, я из сахара. Ой, все дети из сахара. Дайте-ка, я вас расцелую. Какие сладкие. Ну вот, справка на детей готова. Ну-ка, ты подпись поставь вот тут.
Подписывай, подписывай, детям лучше будет. Что-то у меня сердце не на месте, даже не знаю, может быть, как-то... Что, как это? Сейчас уже машина придет. Вот документы готовы, чин по чину. Ты бы вот не курил. Билет на поезд купили? Вот, в мягком вагоне едем. Кур возьмите, в Ленинграде не сесть будут. Ну-ка, маленький, иди к тете Замире. Что ты так съежился? Я же тебя не съем. Вот у нас и билет есть, и справка такая красивая. Поедешь в Ленинград, там большой-большой красивый город. Да отпусти ты ребенка, что вцепилась? Забыла? О, мать твою! Отдай билет. У нее и ваша справка с печатью. Отдай билет. Идите за тетей Замирой. Все, машина ждет. Выводи детей. А с этой тварью я потом разберусь. Да ее посадить надо. Габдулла, ты же милиционер, чего стоишь? Замира, я тут подумал, может быть, детям лучше со мной будет. С тобой, а кормить ты их чем будешь? Осирать, а в Ленинграде дети в хороший интернат пойдут. Интернат? А что, ты не слышал такого слова? Ты сказала интернат? Ну, конечно, я с мужем, между прочим, тоже работаю. А дети 5 дней на готовом будут, а в выходные вы станем их забирать, а потом и ты приедешь. Давайте уже. Оставь вещи. Ты что, Габдулла, уезжай. Что? Одна уезжай. Пожалеешь, братец. Будешь потом локти кусать. Эй, Аллах. На, держи. Пошли. Плюю в твою лодку. А наша дверь тут при чем? Это были удивительно радостные дни, и я почувствовал, что нашла то, что искала. Зухрабану и соседки продолжали надо мной смеяться, а я была счастлива и, как могла, старалась сделать счастливыми своих девочек и Назиба. Можно посмотрю, да? Это Назиб в Америке? Да, возле их американские свободы. А здесь дата стоит. 2000 год. Это что, последнее, что он прислал? Да у него же там семья. Это вот фирма. Закрутился совсем. Опа! Телефончик. Это, он не менялся с тех пор, как прислал? А я не знаю, по-американски не понимаю. Там какие-то длинные цифры, а может... Так. Короче, Бибинур Апат, ты хочешь с ним поговорить или нет? С Назибом. Как, прямо сейчас? Да, конечно, у меня спутник. Сейчас, в один момент, если только номер не сменился. О, сигнал пошел. Подержи это. Алло! Алло, добрый день. Вам звонят из Татарстана. I want to talk to Nazib. Бакиев. Бакиев. Yes, Бакиев. Is he there? Алло. Это Назиб? Да, Назиб. Назиб, я сейчас рядом с вашей мамой, Бибинур Апа. Она хочет... Вы хотите с ней поговорить? Рядом с мамой? Да, но я сейчас в дороге. Позвоните. Да подождите, послушайте, я сейчас передам трубку, хорошо? Я за рулем, понятно? У меня сейчас сложный поворот. Мы едем в Алло. Лос-Анджелес по очень важному Алло, делу. тут твоя мать стоит, поговори с ней. Ты что, не понял? Пофиг. В общем, такая... Не надо, я поняла.
Какие красивые, с рисунком. Папа, эти носки Бибинур Апа всю ночь вязала. Я подглядывала, и я подглядывала. Нет, ты спала, а я не спал. Ну, спасибо, Бибинур. Я эти носки завтра надену, когда в совет пойдем, ладно? Папа, а ты будешь жениться на Бибинур? На Бибинур? Если Бибинур Апа не передумает... Бибинур, ты же не передумаешь, не передумаешь? Нет, ни за что не передумаю. Ура, ура! Папа, ты опять куришь? Тебе же доктор сказал. Не курить. Вот, свадьбу с Бибинур Апа сыграем и совсем брошу. Папа, а чак-чак будет? Будет? А как же? На свадьбе без чак-чака? А у вас тут уже праздник? Заходите, как вы? Давайте. Ну-ка, марш отсюда. Они хорошие люди. Я готов. Здравствуйте. Скоро машина подойдет. Хорошо. О, боец, дай-ка 5, дай-ка 5, дай. О! Габдулла, это ты научил, да? Спрашивает, Чего он сказал? надолго ли? А вот, с бандитами расправимся и вернемся. Да? Чего? Ребенок спрашивает, дадут ли отцу саблю бандитов рубить. Это как Буденному, да? Да. Эй! Да, держи. Держи. Вот. Спрашивает, как насчет чаю? Чаю. Чаю можно, да, чаю обязательно. Грузовой келді. Грузовик подъехал. Ну, пора. Ну, Чай другой раз попьем. Чайны соңыра içeriz. Синий урамда күтіп. Мы тебя на улице подождем. Сен нәрсе енді, Бибинур. Ну, Мен бит соғышқа Бибинур, кетмеймін де басам. я же не на войну ухожу. Сейчас, подожди. Не спеши. На эту рубашку надень, пожалуйста, я там оберег зашила, да ты на счастье. Зачем хорошую вещь портить? На свадьбу одену. Вернись, спички забыл. Сейчас принесу. Возьми спички, Абдулла. Себе оставь. Береги детей. Вернусь, будем готовить чак-чак. Ждите. Чак-чак. To'yimizda bir kimga da sharg'a to'g'ri keldi. Чак-чак на нашей свадьбе никто не ел. Так и случилось, что я осталась с 3 детьми. Но ненадолго. Через неделю приехала тетя Замира из Ленинграда и насильно увезла девочек. А маленький Назиб так плакал и кричал, что вмешался председатель и Валиабы, и Назиба нам удалось отстоять.
Четверг. Ничего, ничего, спасибо, Бибинурапа. И за носки вязаные твои, и за джинсы. Спасибо. Ты же хотел сходить к старому источнику. Да-да, сейчас поедем. Надо же, фирменные джинсы заштопала. Охренеть. Там немножко заметно, зато дырок нет. Ну, бабуля, даже стрелки нагладил, смотри. Тут просто слов нет. Я тебя, кажется, предупреждал. Чё? Смеешься много. А ну, бабка же того. Хорош ржать. Понятно, справимся. Ну и что дальше? Значит так, загони своих бойцов в машину и жди меня. Yes, сэр. За мной. Плеер не хотите купить? Плеер не хотите? Новый, хороший. Очень хороший. Всего 500 рублей. 500 рублей? Опять на билет до Москвы собираешь? 500? Это же 25 пачек макарон. Пошли, пошли, купишь у него, потом ее бабка Равзас нам голову оторвет. Вкусная. А это что, правда могила праведника? Валиябы так говорит. Какой Вали? Наш Вали. Вон там его дом. И что, он живет в этих руинах? Уже много лет. Что это за камни? Эти камни Валиябы собирает по всей округе. Зачем? Когда-то здесь была мечеть, потом разрушили, а камни растаскали по домам. Для фундамента, что ли? Кто для фундамента, кто для стен. Теперь эти дома пустуют. Некоторые уехали, некоторые умерли. А теперь ваш Вэлли собирает камни обратно? Вон их сколько. Может, когда-нибудь из этих камней построить новый насчет. Важно, чтобы было кому в нее ходить. Ты должен зайти к Валиябы. Должен? Я слышал, про вашего старика в деревне говорят, что он не совсем того. Про меня тоже. Шавкат Шакирович. Дяденька, купите плеер, хороший, всего за полцены, Уйди 500 рублей. отсюда. Он здесь, да. А В аэропорте мы вовремя всего доставим. 500 рублей. Ну, хамить, правда, немного. Ну, ничего, мы потерпим. Ага. Меня. А усы ты. Вот, угощайтесь. Нихаят. Наконец-то. Я знал, что твое время придет. Значит, вернулся. Он говорит, что знал, что ты вернешься. Откуда вы меня знаете? Он спрашивает, ты знаешь это дерево? А кто это? Hazır aytan bitiğanın kim ikanin. Hazır. Buna bunda sizin hacirede yazgan. Senin atanın babasının babası mulla bulgan. Что?
Вали Аби говорит, что это твоя шияря, родословие. Твой дед был здесь мулла, и прадед был мулла. Знаете, дедушка, ну это невозможно. Смотри, смотри, у тебя его глаза. Действительно похож. Да, действительно, но просто я ничего не знаю про прадеда. Мой отец во время войны попал в детдом, ему было 1,5 года. И он говорил, что у нас родни совсем нет. Он говорит, так не бывает. Так, знаете что? Я сейчас пойду в город, и я попробую пробить все данные через архив. Да, лица похожи, но мне кажется, это может быть какой-то ошибкой. А в пятницу на вертолете я прилечу сюда и расскажу о всех результатах, хорошо? Джихангир Аязыч, мы же на паром опоздаем. Джихангир Аязыч, надо торопиться. У вас же самолет ночью в Германии. Какой Блэр, ты чё? Я договаривался! Отдай, Мой Блэр! Блэр! Переплати 500! Какие 500? Отдай! Я обещал 500! Кончайте орать! Эй! Я никогда не уру! Ай, Аллах! Это же Мансур, внук Рауза. Опять его этот Раушан обижает. Как вам не стыдно, мальчики? Бибинур апа, давайте я сам разберусь. Я чё, ты защищать? Ты чокнутый! Ну что, братва, торгуемся здесь, да? Красавцы. Ну что, чья игрушка? Моя. Врет он все, это моя игрушка! Твоя Я игрушка, свидетель. точно, Есть твоя? свидетели, Да, да. мы не видели. Мы не видели. Нет, не видели. Нет, не видели. Вот, а девочки не видели. Это правда? Нет, мы с ним за 500 договорились, он только 50 отдал. Чего? Нам 450 долларов. За что? А он торгует на нашу территорию. Да что ты говоришь? Бизнесмен. Да, пусть платит налог за землю. Кто у вас тут определяет границы ваших территорий? Я и Шакир. Значит так, с сегодняшнего дня у вас будут определены новые границы. Вот так. И теперь вся эта земля будет принадлежать маркизу Карабасу. Кому? Скоро узнаешь. А плеер придется вернуть. Ему. Вот так, браток. Я так и знал. Такая жизнь. За мной. Я так и знал. Ну и зачем ты продавал плеер? Мне на автобус до города надо, завтра у меня там конкурс. Ну это не проблема, я тебя сейчас до города довезу. Давай залезай в камеру. Правда? Да он же весь мокрый, Ну да да. еще кровянка. Он мне всю машину сейчас Значит исполнит. так, одевайся в это, а грязный мокрый отдашь Хасану. Ему что ли? Да, ему. Держи. А что я-то? А ты прополочишь в речке, отожмешь и высушишь. Все, вперед, поехали. Чего смешного? Плеер намочили, теперь не работает. Ой, Аллах, приложи подорожнику. Кровь Это у меня идет. всегда, когда я волнуюсь. Ничего. Тебе зачем в город? У меня там бизнес. А родители знают? У него только одна бабушка Рауза. А мама? А мама 2 года кому умерла. А кто-то из взрослых знает, что ты едешь в город? Улам, скажи, Рауза Абиевна знает? Скажи. Это не ее дело. Пацаны все сплоснули, сейчас выжмут. На пароме просохнет. Понятно. Тебя в городе кто ждет? Меня, продюсер из «Минуты славы». Я в телешоу буду сниматься. Вот приглашение и вот квитанция, то, что вот я заплатил 5000 рублей. Так, почитаем. Уважаемый Мансур Хатият, Это я. еще допущен для участия в телешоу Да, «Минута вот, славы». мгм. Запись программы состоится... Да. Вот это понятно. Ага. По себе необходимо иметь демокатету и оплачивать квитанцию на 5000 Ну вот она, рублей. квитанция, вот эта вот. Кассету я Получает отправил. приз 1 000 000 рублей. Вот я получу этот И миллион. предоставляется право на гастрольный тур по лучшим концертным залам Да, мира. вот. Я получу этот миллион, я же самый лучший. Концертный. Чё ты ржешь? Я же самый лучший. Мне только до города доехать. Миллион, ну ты лох. Чё? Ты хоть знаешь эту контору? Что за контора? Чья работа? Да это Циклоп, лохов разводит. У него с Шайтаном сейчас 2 проекта. Они раньше со мной у Шавкат Шакировича в охране были, а теперь у них свой бизнес. Какой бизнес? Отдай квитанцию. Ты еще не понял? Да из тебя кабанчика сделали, развели по-бырому. Это точно? Да точнее некуда, это как с конкурсом «Мисс Мусульманка». Какая мусульманка? Да пойми ты, Бибинурапа, нет никакого конкурса, его просто обманули. Это лохотрон. Понял, лошонок? Обули тебя на 5 штук. Ха,
Ты еще легко отделался. Если попал бы циклопу, продал бы тебя на хлопковые поля Узбекистана. Или в бордель. Вон какой симпатяга, а? Палец! Врешь! Ненавижу! Уроды! Ненавижу! Ненавижу! Сынок, мне только сказал Хасан, что ты не летишь в Германию. По крайней мере, не сегодня. Хасан сказал, что у тебя какие там новые планы насчет земли. Да, я ее оставляю себе. Сынок, ты сошел с ума? Наоборот, только что выздоровел. Сынок, ты же подписал генеральную доверенность. Все, паровоз ушел. Ничего, я сегодня буду у нотариуса, я отзову ее. Ладно, не будем ссориться. Ну зачем тебе эта гиблая земля? Гиблая? Это из-за таких, как вы, она гиблая. Сынок, ты навеваешь. Вспомни, как кончил твой папа. А я даже догадываюсь, кто ему в этом помог. Вот видишь, какой ты молодец. Давай, хорошо. Ты же знаешь, тут запущены такие бабки, а? Ну, я тебя предупредил. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. Пятница. Ну вот, Габдулла, и наступила пятница. Наш дом, конечно, состарился, зато такой же чистый, как при тебе. А занавески я повешу твои любимые, с вышивкой. Не стыдно будет добрым людям зайти. Помнишь, как маленький Назип сказал, что я на окно праздничный флаг повесил? Как мы тогда смеялись. И девочки тоже. Хороший был год. Да и теперь грех жаловаться. Вон яблок-то сколько. Жаль только, мало компотов накрутила. Сахар-то нынче, сам знаешь. Все, говорят, в мире дорожает. А у нас еще, слава Аллаху, с земли кормиться можно. А в городе? Из чего их всех в город потянуло? Да, Габдулла. С Кызылбаем не знаю, что делать. Ты бы хоть меня надоумил. И еще, кто за яблонями ухаживать будет. Бибинурапа! 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 Ой, Мансурулым, возьми яблок, голым возьми. Нет, не надо. Это мороженое принес, да? Нет, я больше не торгую. Можно я у тебя велосипед оставлю? Можно. А бабке передай, пусть знает, что я его не своровал. Велосипед оставь у калитки. Ладно. А рюкзак тебе зачем? Ты решил уехать? Что мне здесь? Это не моя земля. Захочешь, будет твоя. Не, у меня голос особенный. Мне мама говорила. У меня дар музыкальный. А здесь? Кому мой голос нужен? Как кому? Аллаху. Научишься читать азан. Я тебя кому сведу. Это еще зачем? Сейчас азан на магнитофон кричат, а у тебя голос от Аллаха. Сколько людей на молитву призвать сможешь? Все ваши молитвы обман. А свитер передай бабке. Пусть знает, что мне ее вещи не нужны. А ты пробовал молиться? Пробовал.
И Аллаху, и Иисусу Христу. Я молился, чтобы мама не умерла. Я даже 3 дня не ел. И что? Что? Значит, Аллах дал тебе испытание. Для чего? Аллах ничего не делает просто так. Значит, тебе предстоит большой путь. А тебе? Я-то уже пришла. А правда, что ты сегодня умрешь? Ну, если сегодня пятница, то да. Умирать это страшно? Не знаю, Улан. Я ведь еще ни разу не умирала. А прийти Аллаху и боязно, и радостно. Опять ты про вашего Аллаха. Сказки. Ну, кому-то сказки, а я-то скоро с ним увижусь. Может, ему от тебя что-нибудь передать? Передай, что я в него не верю. Его не может быть. Абсурд. Это как снег среди лета. Снег среди лета? Хорошо, Улан, передам. Я думаю, ему понравится. Помнишь, Джихангир сказал, что в пятницу привезет что-то очень важное для меня. Уже вечер. Думаешь, не соврал? Конечно, привезет. Если сказал, то обязательно привезет. Не сомневайся, привезет. Ладно, я пока побегу на дорогу. Иди, Улан, иди. Пока, Улан. Пока. Мультиковая тарелка фирмы Альтаня на полцены. Кызылбай, нәрсе болды енді? Кызылбай! Кызылбай! Кызылбай. Кызылбай! Кызылбай! Кызыл... Тихо, бабуля. Тихо. Айда! Айда! Мамаля! Айда! Я здесь! Осторожней, придурок! Куришь, бабуля? Уверил Аллах. А свечи зачем? А ты кто такой, Улан? Ты вроде не из наших. Тебе лучше этого не знать. Посиди здесь. Знаешь его? Не понимаю только, что у вас общего. Да ладно. Ты, мать, не переживай. Ну вот сейчас работу закончим. И ты пойдешь в свой огород копать. У меня мать, знаешь, тоже в деревне жила. Цветы сажала. Перед домом длинные такие. Ну, не помню, как называется. Желтые, да. Много цветов было. Так. А это где? Что-то я не понял. Шавкат Шакирович. Нет, Хаммер он бросил на 3-м километре. Мы его там ждали, нету. Сейчас сюда приехали. Уже 2 часа ждем. Бумажки на землю где? А документы, да, у него в сумке были. А если он не приедет? Тогда у тебя будут большие проблемы.
Ну чё? Идите! А чё я-то? Менә буларны нәрсәгә дип җыйдымсың мин, а? Менә Ты буларны... меня достал своими бумажками! Нет, он не приехал. Все, отбой. Ну вот, Надя. Я же говорил, что мы быстро закончим. А? О, оба. А я думал, ты не приедешь. Ты как голуба. Говорили на хамере. Так. Еще. А? Шажочек. Отсюда не видно. Центр, наверное, льется. Давай. Еще шажочек. Ну. Бибинурапа! Бибинурапа! Стой! Остановись, говорю! Бибинурапа! Я видел это там! Отстань! Стой!
Осенью Жихангир исчез, переписал всю землю на меня и куда-то уехал. Теперь все говорят, что я выиграл свой миллион или даже больше. Но воспользоваться этой землей я смогу только когда мне исполнится 18. Что будет с нашей землей, что мне делать, я пока не знаю. Но Вали Абы говорит, что если мы очень захотим, то все с Божьей помощью поймем. У нас на это еще есть немного времени. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وأينشتاين وبعد الصدمة الرفض ده كلام فارغ 여러 개를 가지고 계셨. يبتدي يدور على الحقيقة. Так ближче познайомитись із потайним життям екзотичних земноводних рептилій. И будет нам с вами счастье. То время, когда надо забыть о политике и стать американцем. Еще раз. При этом мы руководствовались главным принципом – восстановление России. إلا الله